Здравствуйте, дорогие друзья! С вами проект «Мы вам покажем», и сегодня мы в гостях у очаровательной Елены Олесовой. Елена по профессии педагог и обучает шитью с нуля. Что мы, Елена, сегодня будем показывать нашим зрителям? Сегодня мы будем показывать игольницу. Как шить игольницу из старых дисков. У меня есть 3 штуки. Здесь будет другая игольница, а с одного диска мы будем шить шляпу. Нам нужны губки, одна губка, шаблоны. Здесь у меня радиус 10 сантиметров и второй круг радиус 16 сантиметров. Еще мы будем украшать тесьмой. Так, как вот здесь, что-нибудь да? Вот такое. Папка тоже подойдет. Здесь мы будем вырезать полоску, чтобы вот здесь было уплотнение. Это что? Где такое можно найти? Как это называется? Это пленка для рентгена. Это правда пленка для рентгена, да? И можно папку использовать. Или папку, да, взять от папки. Обыкновенной канцелярской папкой. Начинаем, да? Давайте, да, с чего мы начинаем первым действием? Измеряем высоту губки. Мне тогда губочку тоже дайте. И линейку. И линейку. У меня высота губки 2 сантиметра, 2,5. 2,5. Ага. Вырезаем полоску 2,5. У меня вот здесь полоски есть уже. Вот, на коврике. Рисуем. 2,5. Чертим. А что это будет за полоска? Она уплотняет губку, чтобы форму держала. Вот это получается обрамление, да? Так, вырезаем. Ну и мне тогда сразу вырежете. Хорошо. А у вас будет другая игольница, без этого уплотнителя. Без уплотнителя. Давайте. Вы можете уже вырезать круг, большой круг отсюда. Здесь рисуем. Обводим ткань и вырезаем. Я тоже. Так. Можно сразу приколоть булавками и вырезать. Лена, вот немножко хотела у вас спросить, как вы увлеклись шитьем? У меня мама шьет, бабушка шила и тетя. Я с детства уже научилась штопать одежду. То есть с детства, да, привили такой интерес к творчеству? Шила рукавички для папы. И на уроках труда тоже нас очень хорошо учили. Мы там шили сарафаны, халат, шапку джабака настоящую, даже пальто шили. И в конце, когда мы заканчивали школу, мы получили эту корочку швеи мотористки. Вот как, да? После окончания школы получили... То есть это как, получается, свидетельство, да, о том, что прошли курс? А мальчики получали это, тракторист корочку. Как хорошо, да? То есть не просто, да, отсидели часы, а прямо с пользой, с результатом, и то, что уже можно использовать в будущем, да? Шили и еще готовили. Ой, я тоже помню, что мы тоже шили и готовили. Ну вот я шить, конечно, так не научилась. Могу, конечно, заштопать, но вот до машинки не дошло. А как вот пришла вообще идея, да? То есть вы сами, да, еще в школе преподавали?
Или не преподавали в школе? Нет, в школе я не преподавала. Ага. Я работала в Центре помощи семьям. Ага, и педагог по творчеству. Учила шить, ну вот, одежду. Мгм. Платья, юбки, кофточки. Так, вот вырезала круг из губки. Теперь Мгм. уплотняем. Скотчем. Угу. Скотч нам поможет. Ага. Так. Видно, да? Вот так крутим. Лишнее надо отрезать. Вот так. То есть вот таким образом закрепляем скотчем губку, да? Мгм. По диаметру круга. Мгм. Уплотняем. Все, приступаем. Так, к шитью. А я вот как раз вырезала круг. Ага. Теперь еще один круг надо. Давайте. Мгм. Ткань такую же взять? Ага, эту же. Такой же диаметр, да? Ага, Мгм. этот же диаметр. Это будет большая игольница круглая. Ага, с горошком. А у меня будет шляпка. Дети даже могут шить. Подарок маму. Да, и совместное время провести, ну, Мгм. да, ведь, мне Вот кажется. так с краю вперед иголку, стежки делаем и тянем, и будем тянуть. Ну, это самый простой шов, да? Простой шов. Который мы знаем. Небольшие стежки. Ширина стежка 5 миллиметров, расстояние тоже 5 миллиметров. Этот шов мы знаем. Ага, и от края ткани тоже 5 миллиметров отходим. Мгм. Так, это будет у нас верхняя часть шляпки, который диаметр 16 сантиметров и радиус, Мгм. а диаметр Мгм. 16, радиус 8. Так. И большой круг, диаметр 20 сантиметров, радиус 10. Так, вот где у нас мягкая сторона губки, она будет сверху, вот так. Вот так сверху. Мгм. И тянем иголку. Мгм. У нас Затягиваем как мешок. получается, ага, как мешок, закрываем и завязываем в узелок. Мгм. Это верхняя часть готова. Получаются такие красивые складочки. Складочки, ага, чтобы равномерные были, подправляем. Теперь нижнюю часть будем вырезать. Большой Мгм. круг. Большой круг. Давайте. Мгм. А как вообще пришла идея открыть свою школу? Я вот знаю, что вы преподаете в своей школе Ага. и обучаете шитью, и даже мужчин, парней молодых, да? Ага. Моей школе около 7 лет. В феврале будет 7 лет уже. И в течение этого года я научила около 600 человек. От мала до велика. Закончили курсы и бабушки, и мамы, и даже папы. Ну, парни приходят. Им тоже интересно. Ничего себе. Ага. У меня профессия учитель технологии и предпринимательства, поэтому я вот сразу открыла школу и обучаю. Пригодилось образование. Пригодилось. Так, нитка.
В Намском педагогическом колледже я обучилась 4 года и 3 года в пединституте. Вот. У меня 4 девочек. Все дочки, все Ага, девочки. все девочки. Вот старшая закончила школу и поступила в АДИКИ. Она у меня художник. Вот. Творческая Ага. личность. Младший 2 класс. 7 лет пока что. Скоро 8 будет. Она уже рассказывает, вот кем себя видит. Вот видит себя, например, как мама в рукоделии. Она Причем мне профессионально. помогает. Ага. Шьет тоже. Уже знает машинку. Прямые строчки уже делает. Класс. Теперь иголку берем. Так, у нас вот 2 таких да, Ага, круга. ага. Берем иголку. И вот голубые нитки. Так, и мне надо длинную, да, наверное, как сделать? Ага, все. И в 2 слоя. Так, кладем внутрь диск. Вот так кладем. И тянем тоже. Вот так. Складочки формируем. Мгм. Чтобы были красиво, да? Мгм. Распределились. Было красиво. И тоже завязываем узелок крепкий. Так. И теперь соединяем 2 детали. Верхнюю и нижнюю. Вот так. Мгм. Тоже с иголками. И с иголкой и ниткой. Сшиваем их. Сшиваем друг на друга. Можно это приклеить еще клей пистолетом. Вперед иголку, по краям. Вперед иголку. Так, сколько вы там говорили? 5? 5 миллиметров. Миллиметров. Ага, частота 5 миллиметров. Стежок тоже 5 миллиметров. Все, я уже соединяю. Показываю, да? Мгм. Сверху и снизу беру вот стежки. Сперва сверху, потом снизу. Сверху. Снизу. И так далее. Вот, соединила. Теперь Получилась такая шляпка. украшаем тесьмой. — 42 сантиметра. Прошиваем друг к другу и формируем бантик. У нас бантик какой-то странный получился.
Это потом можно, да, исправить. Ну, типа такого. Мгм. Ну, принцип, да, Ага, понятен. принцип понятен, Такой да? вот красивый бантик можно сформировать. Можно небольшой сделать, да? Все, вот шляпа готова. Так, Теперь- да, вот еще у Ага. нас Теперь деталь. берем два вот таких круга, радиус 10 сантиметров, то есть диаметр 20. Здесь мы будем тоже использовать два диска. Мгм. Так, вот один уже внутри. Точно так же тянем. Теперь вот здесь надо синтепон положить, вот по этой дырке, Мгм. вот по отверстию. Так, вот у нас синтепон, да? Мгм. Вы мне поможете, да? Ага. Какое количество примерно? Ну, там посмотрим. Вот сюда. Так. И сколько возьмет? Чтобы чуть-чуть плотное было. Как вот вообще учить людей приятно, и когда вот видишь результат, что вот чувствуете, когда видите, как у человека начинает получаться шить? Радуюсь вместе с ними. Это какой-то проект получается. Мы же с нуля начинаем. Строим выкройку, потом выбираем модель. А что самое сложное? Самое сложное строить выкройку. Расчет и построение. Правильно выкроить, да? Правильно рассчитать надо и правильно строить. То есть это еще и математика, Ага, и черчение. и черчение, и математика. Если неправильно сделаем выкройку, уже все. Ничего не получится у нас. Таким образом, да, пропихиваем. Где у нас отверстие диска? И у нас получается Уже почти похоже на полусферу. Это как бы медитация, да? Ага, Вот тоже успокаивает. кажется, да, ручная работа, она такая, да, успокаивает. Это всегда неспешный такой ритм. И с детьми очень хорошо это время провести, заняться. Да, мне кажется, и на детей такой ритм, да, сказывается благотворно, без спешки, без суеты. Ребенок научится концентрироваться. И плюс это мелкая моторика, что тоже очень полезно. И воображение тоже. И воображение. Что еще из изделий вот для новичков можно? Вот игольница. Я помню, в школе мы Фартук. фартуки шили. И мне всегда хотелось, но я вот этот этап почему-то пропустила, может, я болела. Я хотела сделать прихватку. Но Ага, вот прихватку. ни одну прихватку я в жизни своей не сшила. Надо срочно этот гештальт закрывать. Зашьем и перехватку, да? Да. Потом, помню, дочку просила, чтобы она мне сшила, но тоже мне не сшила. Тоже фартук сшила мне. Наволочки, постельное белье, шторы можно, скатерть. Это для новичков. Сперва надо научиться шить прямые строчки. Какие Потом есть вот только такие нюансы в работе с машинкой? Ну, надо ориентироваться всегда. Ориентируемся по краю лапки, то есть край ткани держим по краю лапки. То есть, чтобы строчка была ровная, да? Ага. И обязательно делаем закрепки туда-сюда, в начале и в конце. Все, тогда шов не расходится, и прямой шов обеспечен.
И изделие прослужит вам долго. Ага. Вот такая. И вот две части мы соединяем друг с другом. Тоже здесь потайным швом. Вот это уже не надо. Мгм. Это иголка для слабовидящих. Так делаем, и она вдевается сразу. Вот оно как Мгм. бывает. Очень удобно. Не надо долго мучиться и просовывать. Так, вот так держим, чтобы узелок был внутри. Мы ее немножко внутрь. И вот где скрываем. вышли, вот где вышла нитка, сверху вдеваем и сразу выходим. Схватываем вот отсюда. Мгм. Потом, где вышли, тоже внизу также. Также схватываем. Схватываем сверху, снизу. Это потайной шов. То есть, когда мы будем тянуть, ее не видно будет. Мгм. И продолжаем. Частота стежков тоже 2-3 миллиметра. Теперь шов закрываем тесьмой. Можно приклеить клей Как пистолет. вариант на клей пистолет, да? Если спешите, да? Вот так. Мгм. И можно оставить вот здесь крючочек. То есть, петельки. Ну, чтобы рядом Ага, повесить, повесить, и ага. всегда было под рукой. Мгм. Прекрасная игольница. Мгм. Давайте попробуем это Протестировать. тестировать. Мгм. Такие красивые у нас булавки. Ну что, вот такие игольницы у нас получились. В принципе, это несложно. Все дома найдется, да, никаких каких-то сложных материалов нет. Поэтому пробуйте. А мы с вами не прощаемся. С вами был проект «Мы вам покажем». До новых встреч!